Добрый вечер, шановне господарство. Сёння 6 сакавіка. Хутка будзе міжнародны жаночы дзень. Вось і у праддверии гэтага у нас, бачыце, будзе сегодня госця, жанчына, прадстаўніца народнай амбасады з Кіпра, Олеся Пархоменко. Далучайтесь, калі ласка, да трансляцыі. Заклікаю вас да актыўнасці, да задавання пытанняў. У нас крышачку нешта не адбылося з'яднацца праз АБС-студыю. Ось, я даведаўся, што у Алесі на Кіпры дрэнны інтэрнэт. Зараз яна ко мне ўжо стучыцца. Ось, так что зараз мы распачнем. Скажите, как меня чуваць? Привет, Жужу, привет. Так, ну я бачу, что в эфире идет трансляция. Зараз я сам проверю, як тут гук. Ну, по-моему, не дрэнна. Но сегодня я без микрофона, потому что другая технология. Так, где там Олеся? Заходьте, пишу ей, заходьте. Я думаю, что сегодня у нас будет цікавая размова. Справа в тым, что я спадарыню Олесю шукал по ее информацию, но самое большее, что мне удалось, это знайсці тое, что я менавіта про яе дзейнасць у гэтай амбасадзе, яе прадстаўніцтва. Все, вот я ее запросил. Мы нормально, бот. Добрый день. Олеся, добрый вечер. Вельмі дрэнна, что за вами лампа висит, и она светит прямо к нам в экран, там за вашей... Да, вы... Эта программа, я так поняла, только с мобильного работает, и все как-то не очень получилось. Так, что-то вас зноў чуваць не вельмі. Паважанае гаспадарства, скажите, калі ласка, як чуваць спадарыню Олесю? Вось так лепей, но все равно над головой лампа так себе. Ну, что зробишь? Я сейчас попытаюсь в другую сторону. О, вось так лепей. Ну. Так, сябры, напишите, калі ласка, як чуваць. Поговорите что-нибудь. Я уже вижу, что дрэнна чуваць. Не-не-не, нормально. Зараз люди тихо слышим и у кого. У гостя проблемы со звуком. Ну, поговорите, Олеся, можете прям повелишься гук голоса. Из-за того, что в телефоне, поэтому звук на максимум, но я уже ничего больше не сделаю, к сожалению, это максимум. Вы реально не слышно? Вы меня слышите, Сергей? Да? Я вас чую добра. Так, ну что, тады распачнем наш эфир. Олеся, шукаў я про вас інфармацыю в інтэрнэце, знайшоў толькі, ну, по великому рахунку, адлюстраванне вашай дзейнасці як прадстаўніка народнай амбасады на Кіпры, як актывіста. Вось. Глядзеў ваше інтэрв'ю, 2 інтэрв'ю з Лукашуком. Вось. Ну, на жаль, інфармацыі мало. Давайте начнем тады па-чалавечы. Расскажите крыху про сябе, адкуль вы з Беларусі, хто по профессии, як апынуліся на Кипре? С Беларуси я из Минска, ну, родилась в Витебске. На Кипре живу с 2018 года. Говорите мне только единственное, что слышно, нет, я тогда просто, может, ближе к телефону буду. Ну, когда ближе к телефону, лучше слышно. Ну, отлично, тогда буду, значит, ближе, чтобы было... Как я сказала, в 2018 году я переехала на Кипр по работе. Я работаю на Кипре, живу на Кипре. Вот по профессии изначально я вообще преподаватель иностранных языков. Это мой университет, который я заканчивала в Беларуси.
Ну, конечно, давно уже не работаю по специальности. Я работаю в сфере диджитал-маркетинга, вот, и в том числе занимаюсь переводами. Ну, то есть это вот. Также у нас вдвоем с сыном есть проект. Проект касается белорусской спадщины. Проект называется X-Ray Tours. Он касается восстановления архитектурных памятников в Беларуси. Ну, это вкратце, да, если там где-то еще какие-то вопросы будут, я готова. Ну, я інтерв'ю з сином не паглядзеў, но бачу, што яно ёсць. Вось, окей. А чаму вы апынуліся на Кіпры? Чаму вы з'ехалі? Можете сказаць, калі гэта не таямніца, матывы, абставіны, што паспрыяла? Не таямница абсолютно. То есть мне хотелось жить возле моря. Это было никоим образом не связано с другими какими-то факторами. Вот. В Беларуси я работала в компании Welcome достаточно продолжительное время в отделе роуминга, была связана с различными маркетинговыми темами. Вот. В 2018 году это было решение осознанное, мы с сыном переехали. Мгм. Так, ну окей. А як падзеі 2020 года, вось тое, што здарылася з беларускім народам, з гэтым дыктатарам Лукашенко, як гэта паўплывала на ваше жыццё? Ну, конечно, повпливало в плане того, что мы не смогли, выражая свою позицию того, что происходило в Беларуси, мы за этим внимательно наблюдали, начиная с, наверное, скорее июля-августа 2020 года. Ну, то, что мы могли информационно достать из интернета, то соответственно, обсуждалось и в диаспоре, но активно я стала принимать участие в жизни диаспоры и только отмечу, не народной, демократической амбассады Беларуси на Кипре, потому что к народным амбассадам, которые подчиняются офису Светланы Тихановской, мы не имеем никакого отношения, никак не подчиняемся, никак не связаны ни финансово, ни бюрократически, то есть это абсолютно разные организации. В 2023 году, когда появился так называемый паспортный указ, да, который, ну, можно сказать, коснулся всех диаспор белорусов, не только диаспор, да, то есть вот тогда, так скажем, появилась та активная фаза, когда именно я начала принимать участие во всех делах. Вот. До этого, конечно, была активна. Я так слышу, что какие-то проблемы с воздухом. Нет? Что-то булькает у вас. Интернет на Кипре. До 23 года диаспора также активное участие принимала в различных мероприятиях, которые проводились на Кипре, но я не была активным участником. Со звуком не нравится. Ну, вы ведаете, Кипр такое дзіўнае месца, да, у сэнсе далёка ад Беларусі, все гэтыя офшоры, лукашэнкаўская мафія, этот Машэнскі там со сваім пашпартам, да, Чиш, былы прэзідэнт Кіпра был замазаны ў скандалах с этими лукашэнкаўскімі растварыцелямі у коррупционных, да. І просто ведаеце, калі, напрыклад, мне сказаць дыаспора беларусаў Літвы ці Польшчы, мне зразумела, што гэта людзі, якія по вялікаму рахунку, ну, вялікая колькасць з'ехала праз пераслед. Вось. Но про Кіпр я чамусьці так не думаю. Вы можете распавесці ў 2 словах, што гэта за людзі у гэтай дыяспоры? Там 5000 чалавек я чытаў, да? І якое працэнтнае соотношение паміж айтишниками, там, бізнесоўцамі і тымі, хто з'ехаў па пераследу? Я не могу сказать в процентном соотношении, какое процентное соотношение кого, но в основном это люди белорусы с рабочими визами и их семьи. Совсем не нравится, что со звуком.
их семьи. Я сейчас буду тогда держать в руках телефон. Это 80% в основном именно люди с highly skilled professionals, которые работают в финансовой сфере и в IT-сфере. Ну, по візам. Тобто яны не зв'язані з протестами, так? Связаны с протестами. Я не могу сказать, что не связаны. У нас очень большое количество людей, которые приехали именно по рабочей визе, стараясь найти здесь работу и не, ну, убегая от преследования. То есть категория людей такая. Я не могу сказать в количественном составе, сколько это, но я знаю, что такие люди у нас есть. Вот. Что касается, ну, то есть, естественно, с семьями, с детьми есть определенное количество бизнесменов. Ну, это понятно, что компаний белорусских в 23 году, наверное, в 22 году большое количество переехало, и поэтому количество выданных ВНЖ рабочих в разы увеличилось в геометрической прогрессии. Поэтому это вот как раз большая часть после 22 года переехала активной диаспоры. То, что вы сейчас упомянули про прошлого президента, да, это известный факт, и то, что бюро провело расследование, так скажем, это уже нафталин, тот президент, который упоминается в расследовании сегодня, который на «Зеркало» была статья, это, ну да, история, и понятно, что, ну, что семья Лукашенко связана была с Кипром, и прошлый президент был пророссийский, это известный факт, ничего нового не Не, сказали в Олеся, расследовании. просто гэта расследаванне вышло сёння, да, яно старае, но я ніяк не хацеў там неяк там ачерніць Кіпр. Я просто ведаю, што Кіпр это зона офшоров, зона лукашэнкаўскіх бізнэсоўцаў, і таму я просто гэта свёл воедино, гэта не мае ніякага дачынення ні да вас, ні да кіпрскага народа, ну разумееце. Я просто готова сейчас сказать, что после 22 года очень большое количество компаний сюда приехало, те, которые приехали из-за репрессий. Поэтому сказать, что все бизнесовцы здесь пророссийские или белорусские, ну, про лукашевские, нет, такого я не скажу. То есть я знаю, что... І я такого не казал, Олеся, и я такого не Нет, казал. я говорю, да, это я говорю, что так, это не так действительно, потому что бизнесы, с которыми знакома я и знаю, они оказывают помощь политзаключенным. Я не назову вам их сейчас по Не понятным надо, не причинам. треба, не треба. Вот. Но это так, и это действительно большая помощь, и я признательна этим людям, которые помогают. Окей, давайте тогда, вот мне, шчыра кажучы, я думаю, что и многим людям не вельмі зразумела, особенно тем, кто вышел з тюрьмы, калі мы не застали стварэнне гэтых народных амбасадаў, да, потому что у меня такое уяўленне, что гэта нешта афіцыйнае, что гэта нешта такое, ну, разумееце, типа такі орган, ну, а насамрэч, ну, гэта, ну, не зусім так, правильно, потому что и я хотел бы, ну, тому что я зараз задам парочку пытанняў вам, ну, каб высветліць, што гэта такое і як гэта працуе. То бок, як ввогуле эти организации стварылись? Ну, в двух словах. Калі хочаце, можете больше. Да, обязательно надо раскрыть этот вопрос. Народные амбассады – это низовые инициативы, они появились в 2020 году из активистов разных стран. До 2022 года это были, ну, скажем так, диаспоральные организации. Ну, не могу сказать, что они как-то связаны были между собой, но люди пытались друг с другом контактировать, ну, делясь какой-то информацией. Но уже вот в районе конца 22-23 года ОСТ, офису Тихановской, стало интересно, что этими достижениями можно пользоваться в свою сторону. То есть все, что происходило в диаспорах или народных амбассадах, приписывал офис себе, размещая у себя на каналах. Меня слышно, да, нормально, а то я себя больше слышу. Размещает информацию у себя на информационных каналах, выдавая эту работу как за свою. Более того, в конце 2023 года Александра Мамаева стала координатором, то есть связывала народные амбассады с Франком Вечерко. То есть вся информация
от офиса передавалось народным амбассадам, через Александру Мамаеву. Не могу, нету доказательств о том, что она получает там зарплату, но есть некие предположения, что так и есть. То есть этот человек работает на офис. А, ну, это так, вкратце, как структура это работала. То есть один раз в неделю проводился Zoom, и передавалась информация от офиса, что должны делать народные амбассады. Ну, а Э, хорошо, ну, а как, ну, наприклад, хто вас обирав? Тобто, як ви сварилися? Какой у вас, ну, наприклад, мандат? Ну, понимаете, про э, що я спрошу? Как это, ну, утворення, як яно ну, важко здарилося? сказать. Ну, так здарылася. То есть, у каждой диаспоры были некие люди, которые, ну, как, допустим, я, да, организовывали какие-то встречи, ходили на приемы, и таким образом у нас не было выборов, нет. Это ну, как бы не касается никакого. Мне никто не вручал, естественно, никакой мандат. Это просто диаспоральная организация, которая существует для того, чтобы защищать интересы белорусов на Кипре. Вот, поэтому мне пишут, что меня не слышно, да? Не слышно? Нет, ну, слышно, говорят, что типа вам нужно звук тише сделать на телефоне. Сейчас я прочитаю. Олесе нужно тише сделать звук на телефоне свой, ибо эхо. Ну, Ну вот поспробуйте. я, ну вот я сейчас наполовину уменьшила. Ну, Слышно нормально. сейчас? Да, ну хорошо, сябры, пробачьте, хотели выйти про АБС, как все было круто, у меня микрофон, у Олеси микрофон, но что-то не тянул интернет, сори, сори, сори. Слушайте, вы кажете, Я что не, я... я не могу этой программу воспользоваться с компьютера, я не знаю, мне пишут только, что с телефона Да, можно. только с Мгм. телефона. Я вас не папярэдзіў, тому толькі з телефона. Мгм. Паслухайце, вы вельмі ну, часта у інтэрв'ю казалі, што вы сустракаецеся і з амерыканскімі пасламі, і з прэзідэнтам Кіпра, і з палякамі. Ну, то бок вы сустракаецеся з прадстаўнікамі дзяржструктур Еўропы, штатаў. Я правильно кажу, нічога не блытаю? Да, Вось, все правильно. скажыце, калі ласка, а у якім статусе вы удзельнічаеце ў гэтых сустрэчах? Як актывіст? Как представитель диаспоры белорусов на Кипре. Инициатива называется «Демократическое посольство Беларуси на Кипре». Я получила письменное подтверждение в том, что мы находимся в деловых отношениях с посольством Америки на Кипре, США, и посольством Польши. То есть, ну, это те документы, которыми я могу оперировать, ну, для того, чтобы иметь некое подтверждение, что я представляю интересы белорусов на Кипре. Конечно, это не какая-то государственная структура, это именно диаспоральная структура и по ситуации ту, которую мы имеем сейчас. Зная плюс, что на Кипре в принципе нету режимного даже посольства, то есть белорусы на Кипре не представлены никак. То посольство, которому Кипр подчиняется, это посольство Болгарии, посольство Беларуси в Болгарии. То есть ранее, когда нужно было получать и можно было получать паспорта, это все проводилось через посольство Беларуси в Болгарии. Поэтому тут изначально на Кипре не были представлены вообще никак белорусы, и как бы то, что сейчас нас видят отдельные нации, никак не связанные с русскими, вот таких здесь очень много. Потому что я припоминаю свою первую встречу со спикером парламента Кипра. Он был, ну, вот даже он, да, то есть он говорил, вы говорите на русском, значит, вы как бы белорус, русский. Для него это было вот прям одинаковые люди, одинаковая нация. То есть это за несколько дней, за несколько лет работы мы получили то, что нас видят отдельно. И этому очень рада, и это действительно очень важно, потому что это позволяет решать проблемы белорусов намного эффективней. Приведу примеры, да, то есть при взаимодействии с посольством Польши на Кипре нам удалось получить возможность, чтобы получали многократные шенгенские визы, чего нету у россиян.
Также удалось разделить при введении санкций на кипрские визы на получение белорусы имеют более как-то послабленные условия для получения кипрской визы. Почему говорю про Шенген? Потому что Кипр не в Шенгене сейчас, и все белорусы для того, чтобы выезжать в Европу, должны иметь Шенген. Так как мы имеем проблему с паспортами, каждая страница паспорта – это ценность. Если их портить одноразовыми визами, образно говоря, то паспорт приходит в негодность намного быстрее. То, что делает для нас польское посольство, это огромная работа. Спасибо им большое. Это просто неоценимая помощь. Ну, то есть, Американским посольством тоже хорошие у нас отношения. Если знаете, что сейчас посол на Америке на Кипре – это Джули Фишер. Она в 2020 году была послом Беларуси, послом Америки в Беларуси. Это тот посол, которую Лукашенко не пустил в Беларусь. Я так, так исторически рассказываю. Это очень замечательный человек. Она очень проникновенно относится к белорусам. И я очень рада тому, что у нас есть возможность сотрудничать с американским посольством, передавать списки политзаключенных для того, чтобы их включали в списки по освобождению. Это отдельная тема. Недавно, когда было в декабре, отпустили людей, 7 человек из нашего списка, который мы передали американцам, были включены в список тех людей, которых отпустили. И когда господа, в кавычках, такие, например, как Костюгова на Еврорадио заявляет о том, что не существует никаких списков, списки существуют, потому что это огромная поддержка родственникам политзаключенных, потому что им важно знать эту информацию. Я не понимаю, как человек может заявлять того, чего он не знает, вводя в заблуждение людей. Это касательно Костюговой. Может быть, еще мы вернемся. Вы дадите мне немного времени. У меня есть одна тема, которую я бы хотела поднять насчет коалиции по освобождению политзаключенных. Надеюсь, будет возможность. ну, я думаю, что, может быть, и будет, но мы не апошні раз сустракаемся, и калі гэта отдельная тема Она не отдельная, разговора. она связана с тем, что сейчас... давайте я уже расскажу, раз начала. Она связана с тем, что сейчас коалиция в составе Костюгова, Ковалевский и Горбунова сообщает о том, что сообщает информацию о том, что послабление режима для политзаключенных в виде штрафов это супер, это классно. То есть я так понимаю, что режим рассматривает возможность дать людям штраф и освободить их. Я просто, вчера была интервью Ковалевского, это было просто шок для меня услышать, потому что если логически мы эту ситуацию рассмотрим как, политзаключенному предлагается большой штраф. А если у политзаключенного нет денег погасить этот штраф, а возможности заработать эти деньги режим не дает, потому что эти люди находятся в статусе экстремистов, и у них нет возможности получить работу, эти люди, получается, будут иметь долг перед государством. У них получится такая ситуация, что они заново могут быть арестованы, но не в статусе политзаключенного. И вот тут мы ходим по кругу. Разве можно называть хорошим действием режима, когда людей заведомо арестовывают заново? Если я понятно объяснила, то... Не, ну понятно. Понятно, то же самое, как Статкевича тоже помиловали и потом опять затянули в свою тюрьму. Слухайте, хотел у вас запытаться наконт Кавалевского. Вы там некалькі разоў узгадывали, что вы там з імі супрацоўнічаеце разом с гэтым североатлантическим блоком. Вось. Да, я поняла. Наверное, стоит уже поднять эту тему, потому что она долго висела в воздухе. Да, после того, как Валерий Ковалевский ушел из офиса Тихановской,
а, была заинтересованность в том, чтобы сотрудничать для помощи белорусов, так как он бывший дипломат. А, Ну, как мне тогда показалось, его помощь для белорусов будет полезной для того, чтобы продвинуть вопросы, связанные с паспортом иностранца для белорусов на Кипре. А, Но, к сожалению, так не получилось. Вещи, которые сейчас продвигает коалиция, мне совершенно не импонируют. Вещи, которые делают люди во вред белорусам, не могут быть как бы параллельно существовать в моей реальности. Поэтому на сегодняшний день все контакты, которые были с Ковалевским, в том числе и с коалицией, разорваны и ну, как бы не подлежат обсуждению. Ну, это вот такая история. То есть на какой-то момент мне показалось, что это будет полезно для белорусов. Но я ошиблась, но все-таки вовремя увидела ситуацию. Ну, а Поэтому что, а что вы там не бачили? Он, во-первых, же представник Министерства замежных справ, он по умолчанию, он супрацоўнік или там подписал, вось. І потым мне заўсёды было цікава, як ён стварыў гэтую коалицию, ён ушел с офиса. И, ну, вы же сами понимаете, что если его кто-то спонсирует, он обслуживает интересы этого донора, то бок. Ну как вот был такой чувак при Светлане Георгиевне, а тут раз что-то сделал, и все, они уже с Горбуновой ездят. Вось. Потым матуля яго у гэтым у адзінай России по Удмуртии. Ну, просто, ну как, я ввогуле не разумею, як такія людзі могуць працаваць у беларускам поле. Мне гэта ввогуле не зразумела. Вось. И поэтому я вас хотел спросить, вы там про его казали, вось мы там разом, ну, зараз уже ну, не актуальное пытанне. Вось. ну, как бы люди имеют свойство видеть в других сначала положительное, а потом, возможно, я сужу людей по поступкам. Понимаете, ну, когда человек говорит о том, что он хочет помогать белорусам, мне, в принципе, нету в начале там какой-то причины не верить ему, да. Как только начинаются какие-то действия или поступки, то, как бы, ну, соответственно, да, я вижу, что это нам, простите, не по пути Ну совершенно. окей, ну а Поэтому что, вы не бачили яго паступак с паспортом Новой Беларуси? Ну что гэта не было. нет, так с этого все и началось. Паспорт Новой Беларуси, как раз мое сотрудничество с народными амбассадами закончился именно когда началась продажа паспортов Новой Беларуси через народные амбассады. То есть господин Франк Вечерко спустил добро на то, чтобы паспорта Новой Беларуси продавались через народные амбассады, через чаты народных диаспор. Это настойчиво было сказано, потому что аргументация шла такая: чем больше паспортов продадим, тем большая вероятность получить добро от правительств стран, чтобы эти паспорта заапрувились правительством. Вот. Ну, Кто то не есть продает, просунуть гэтую тему, да, что вот мы продали шмат паспартоў, да, но ну так я разумею, і таму шмат паспартоў продана. Разумееце, калі б гэта рабілася раней, да, і калі яшчэ не было такога дыскрэдытацыі руха, магчыма, гэта можна было б зрабіць, але зараз пасля ўсіх гэтых сліваў, нет, пасля гэта. Сергей, это немагчыма было зрабіць. Мое предположение, так оно, я озвучила в 20, конце, наверно, в конце 24 года, что мой вопрос был: если вы продаете паспорта, кто суппортит этот проект? Кто будет отвечать за то, что куда людям обращаться в случае какой-то проблемы? То есть то, что сейчас получилось у Мультиевской, я озвучивала 1,5 года назад. Мне было сказано: человек сам в ответе за то, что он покупает. Это его проблемы, наше дело продать этот паспорт. Поэтому, когда Еврорадио сейчас начинает говорить о том, что люди не понимают, что они покупают, да, они не понимают, что покупают, потому что люди совершенно имеют разную информационную, ну, вообще информацию про этот паспорт. Тем более в нашей ситуации, когда мы реально находимся, в Беларуси, я имею в виду, в ситуации, когда
мы без документов и хватаемся за этот паспорт как за соломинку. Но получается, что получается, да, то есть на самом деле, если с этим паспортом пересечь границу Кипра и Евросоюза, ты будешь сразу же арестован с этим паспортом. Этот пример я привела, на что из меня сделали сумасшедшую, какие вопросы задаешь. Понятно же, что с ним нельзя ездить. Я говорю, кому понятно, кто объяснит людям? До того, как Матиевская озвучила эту проблему, в принципе, никаких пояснений по документу не было нигде, ни в одном из называемых независимых источников. Источников Франека Вечерки, я про это говорю. Ни НН, ни Зеркало. Сейчас они подняли эту тему, но понятно, что там все это прикрывается, закрывается и пытаются это все замолчать. Ну, мы видим то, что видим. И неизвестно, как эта проблема решится у этого человека еще. Поэтому... Чакайте, зараз вы кажаце конкретно про гэтага чалавека ў Польшы, который показал гэты паспорт? Да. То есть об этом я говорила, о том, что это такое будет. То есть человек, когда не информирован о том, что он покупает, естественно, похожесть документа вводит его в заблуждение. Конечно. Тем больше, что я чуў на инфопоинтовских каналах, что это все бздуры, что человек ввогуле меў под увагай іншае, и что ён не про то, карацей, вообще казал, просто показал им, там, вось какой у нас паспорт, и ніяк гэта не паўплывала на это. Конечно, как не повпливала. Анна Матиевская же конкретно сообщила, что человек обратился к ней, и кейс о лишении его международной защиты в работе. Он еще не рассмотрен, но он в работе. Он должен был с чего-то появиться, он же не появится просто из ничего. Ну, Неважно, на жаль, я не сказал, он читал. или Я про гэта не ведал, вось шчыра. Я вось до Матиевской не добраўся, не хапае мяне на ўсё. Вось, скажите, калі ласка, вы сказали у пачатку размовы нашай, і также вы рабілі моцны акцент у Лукашука у эфіры, што вы ад офіса не залежыце, што вы ім не падпарадкоўваецесь, што грашыма вы не связаны. Ну тогда элементарное пытанне. Кому вы падпарадкоўваецеся і хто вас фінансуе, вашу народную амбасаду? Нашу народную амбассаду не финансует никто. Все идет с моего заработка, да, то есть с того, что я зарабатываю, то, что я могу делать именно... Так, не слышно. То, что я делаю, то это мои личные средства. Что касается проведения мероприятий и помощи политзаключенных, как я и сказала, это помощь нашего бизнеса белорусского на Кипре. Окей. А скажите, калі ласка, Олеся, мне не трэба разгорнуты адказ, я просто чуў два гэтых ваших інтэрв'ю. Вы можете сказать прыкладна, вы узгадывали там свою паплечніцу долгую, да? Колькім беларусам у цяжкім стане вы дапамаглі? 5, 10, 40, 100? Ну, 100, конечно, нет, но я думаю, если считать детей, которым мы каждый год делаем на новогодние подарки, может, даже и 100, не знаю. Ну, я не считала, честно. Наверное, может быть, и стоило посчитать, но к детям, к школе, детям на Новый год в течение 3 лет это около там, 35-50 человек каждый Новый год. Это дети, да. Естественно, отдельно политзаключенным, но я думаю, может быть, человек 30 тоже, с учетом того, что Ксения Лускина приезжала на Кипр, проходила реабилитацию. Ну, то есть разная помощь совершенно. Кому-то на психотерапевта, кому-то на лекарства. Какие-то суммы на лекарства переводились от диаспоры, когда были освобождения политзаключенных. То есть это была просто сумма, да, на лекарства. Я не знаю, скольким там людям эти лекарства помогли. Ну, то есть, конечно, я не веду подсчет, я не вижу в этом смысла, но это не 5 и не 10 человек. Не, ну вы так цікаво кажете, Олеся, я не бачу сенса в подсчете. Подсчет — это же элементарная справаздача. Нам, ну, разумеется, да, то бок, коли у вас просят, вот как я зараз спросил, ну, например, да, это же справаздача, то есть
Я просто Я вас согласна. спросил, Но я просто спрос- не у меня есть записаны эти фамилии, но я же вам не могу назвать Нет, фамилии как бы а фамілії определённых. мне і не трэба, у тым-то і справа. Просто каб разумець маштаб і аб'ём толькі для таго. І таму я Но лічу, што гэта если посчитать, с детьми, которые мы покупали на Новый год подарки от диаспоры, это больше 100 человек, 100% говорю. Больше, да. Вот, Ну слухайте, а поэтому як вы каардынуеце сваю працу? То бок, ну як вы ввогуле арыентуецеся, каму дапамагаць? З дзеткамі зразумела. Вось, а ввогуле каму вы дапамагаеце? Ну кому вось нет как вы нет вырашаеце? нет нету определенной категории, кому мы именно помогаем, но в основном, конечно, это женщины с детьми, но мужчины тоже есть. Просто какие-то это, наверно, просто люди, которые приходят за помощью и, получается, обращаться ко мне, через тех людей, которых я знаю, например, в Польше или Литве. Ам, это таким образом работает. Нету какой-то определенной системы, то есть, чтобы там кто-то заявку оставил, и, соответственно, мы там собираем, помощь оказываем. Там последняя ко мне обращалась, семья с, ребенком ДЦП. Они живут, в Евросоюзе, им нужна помощь на лечение. То есть ну, я определенным людям там договорилась, что эта помощь будет оказываться им там на постоянной основе, в зависимости от их потребностей. Ну, то есть это вот так происходит. Конечно же, просто не хватает там каких-то ресурсов, чтобы провести, там, делать сайты, чтобы кто-то оставлял заявки. Нет, этого нет. Это вот работает таким ручным методом. Ну Люди тут, приходят, тут привозят. цікаве пытанне от Андрея. Их организация получает гранты? Ну, вы сказали, что как бы нет. Если нет, то какой с них тогда спрос? Ну, послушайте, Андрей, я же не раблю спрос. Мне просто цікаво, як гэта працуе, вось і все. Ну, то бок, Нет, да, спрос, всё правильно вы говорите. То есть просто у меня нету, конечно, того файла, и я думаю, что это неправильно вести файл, по моментам безопасности, составляя, кому я помогала, кому я да не все, помогала. проехали это, Олеся, вы вообще меня не так зразумели абсолютно. Ну, Потому я что поняла, я имею в виду, потому что ніякая я не могла вам информация. конкретное количество сказать. Ніякая інфармацыя нет, і нават і калі і ёсць нейкія гранты, гэта ж ну не дрэнна. Ну, гранты на дапамогу это нармальная тэма, таму што Да, вы ж я самі согласна. бачыце і падымалі гэтае пытанне, да, 6 год в эміграцыі, так, і нашы дымсілы не стварылі сістэму дапамогі ні пенсіянерам, ні палітвязням, ні ваярам. Ну казалось бы, чаго? Ёсць жа гэты міжнародны гуманітарны фонд. Ну все, стварыце. Год просидел, тебе такая компенсация, так? 2 такая, 3 такая, 5 год, ну тогда уже такая. А тут все так рандомно атрымоўваецца. Гэтая партия была самая счастливая. Я вось гэта вывучаў, которая 11 верасня пришла. Ну так им как помогали? О, идут, ну, скандал, и им стали ну, с розных крыніц дапамагаць. Наколькі я гэта зразумеў. Тому что там невядомыя люди атрымалі нормальные грошы. А іншыя, которые дагэтуль былі, а медицина. Вось я вам скажу, напрыклад, с этим, с байхелпом, да, яны людям затвердзілі зубы лишить и зникли, так? В другую организацию люди приходят в этот, на Л тоже, эти, ну, от немцев. А вы не с того года, у нас с 23-го только, да? Ну, я вот сейчас конкретно про себя рассказываю, но таких кейсов Да, я хватает. могу тоже пример привести, когда, организация требовала от, политзаключенной, которую освободили, что она была подвержена физическому насилию, доказательства. Вот, доказательство того, что она была подвержена физическому насилию. Ей отказали в медицинской помощи. То есть человек открыл эту тайну вообще, которую трудно было вынести, и между тем, как бы помощь не была оказана. Меня смущало изначально, вот, если вы смотрели эфир с Лопушуком, а, когда я сказала, что, Международный гуманитарный фонд даже не имеет сайта своего. Да, Этот да, человек вот, да, да, заявки. да. Элементарные вещи, которые, в принципе, в 21 веке они должны существовать.
И человек просто, выйдя из тюрьмы, он не понимает, куда ему обращаться и что ему, ну, что ему вообще делать, да, то есть он попадает в такой вот веб, да, который офис наполняет информацией, которая выгодна ему, именно офису, да, то есть это, наверное, такая схема работы с людьми, то есть люди выходят, и эта помощь превращается, то есть если ты с нами, мы тебе дадим помощь, если ты не с нами, мы тебе не дадим помощь. И люди как бы теряются, да, ну, а что им остается делать? Они просто в растерянности. Я их очень прекрасно понимаю, потому что эти люди приходили и к нам за помощью. Я не понимаю, как можно не подготовиться заранее, когда шелтеры начинают искать одеяло и подушки уже в день освобождения людей. Вы знаете, в любом случае эта ситуация будет. Почему нужно это делать, когда людей уже освободили? То есть как только эти вопросы начинаешь задавать, из тебя начинают делать, ну, как бы недалекую какую-то, типа, какая тебе разница, ты что, хочешь, иди помогай. То есть я-то в курсе, что я помогаю. Вопрос, почему нету системы и структуры помощи, и почему люди, которые задают вопросы, сразу становятся как бы агентами КГБ в глазах офиса. Это уже как бы второй вопрос, но сама помощь, я говорю, что если нету нормальной прозрачной системы помощи, то есть и помощь не будет понятной. Просто после эфира, который был вот, да, то есть толчок был. И я знаю, что людям, про которых я говорила на эфире, им с ними связались, и им оказали ту помощь, которая им была не оказана. Вот. Короче, так, говорят, что опять звук плохой. Ой, простите, пожалуйста. Нет, нормально, нормально. Слухайте, я хотел удокладніць по поводу, вы кажаце, про сайт, да? Мало того, что у іх нет сайта, я звяртаўся да іх, написал 2 листа. Ну, одно на ангельской мове, одно на русской, потому что там была, ну, рускамоўная прадстаўніца. И мне никто не отказал. Уже прошло 2 месяца. То бок, ну, Олеся, ну вот я вам шчыра кажу, лукашысты отказывали на мои запросы заўсёды. Не было такого. Пускай это будет формальность, но они отписываются. Ну а тут я пишу им про стрыжака, про мутные сборы, которые на сайте вельмі незразумелыя. Гэтыя сборы, которые длятся по 3 гады, яны не адпавядаюць як бы, ну, как это, ну, патрэбна быць. Один сбор, другой сбор. Стаіць, значыць, здымак людзей, полка, которого уже не існуе. А яны собираюць полк под, ну, грошы под гэты здымак уже 3 гады, напрыклад. Ну і, конечно, мне цікава, тым больш, што ў іх няма ніякіх справаздач. І прыйшлі гэтыя отцы святыя з РПЦ, і зноўку няма ніякіх справаздач. І стрижак зноўку мусіць так любіць людзей, Андрей Дикпикович, ну так любіць людзей дапамагаць, так яго цянет у гэта. Вось, і гэта, канешне, гэта, ну, такая Ну, жудасная рэч. господа из Диссидент Бай тоже позиционируют себя, Кассинеров, слушайте, забыла его жена Марина, позиционируют себя как те, кто помогает людям. Ну, я не знаю, известна вам история с Дмитрием Полиенко, с политзаключенным, что они как бы вытворили с ним. То есть эти люди, которые себя позиционируют как люди, помогающие политзаключенным. Дмитрий Полиенко их друг, политзаключенный, который освободился. Во время того, когда он сидел, Марина и Кассинеров, ну, не знаю, насколько это там, наверное, позволяет YouTube это все говорить, спали с его женой. Он вышел, записал видео о том, что это его ситуация очень задела. Он был на грани суицида. Они заставили удалить это видео. И как бы сейчас считают, что они помогают людям. Я сейчас не понимаю. Письмо Хельсинскому комитету написано, и идет разбирательство о том, как эти люди могут занимать свою должность и иметь этот фонд гуманитарный, иметь этот фонд и спонсироваться из Международного гуманитарного фонда. То есть эти ситуации, просто я считаю, что это невозможно оставлять так просто на ровном месте. Я вам скажу, что я гэта ўпершыню чую і шчыра кажу, я гэтага не ведаў, і таму як Лукашук просто, ну, меняю тему, ну, тому что я про гэта не ведаю і не ведаю, як гэта абмяркоўваць. Как Лукашук, калі у вас заходзіць
размова про допомогу полезняволеным. Оп, он такой сразу, ну все, и уходит на такое, вот. Так, Очень не любит темы, поэтому приходится прерывать темы, которые невыгодны там для Казарцев, а я думал, там редакции. Казарцев. Я нават не ведаю, там же у них на сайте не написано, кто у них головный редактор. Вообще ничего нельзя узнать. Журналисты все, Конечно. ноунеймы, инкогнито какие-то. Слухайте, хотел у вас спросить на конт бизнеса. Вы увесь час кажете, что вам допомагает бизнес. Ну, помогая Не людям. конкретно, а проведению тех, скажем, мероприятий или помощи, которые я организовываю. Помощи этим людям, Политзаключенным. политзаключенным. Но Да. смотрите, что я хочу спросить. Вы ж памятаеце гэты выпадак з Машэнскім, да? Як за яго заступалася каардынацыйная рада? Ну, то бок, было простое пытанне. Скажите свое стаўленне. Он гаманец Лукашенко ці не? І вы бачылі, што было, да? Я пра што хочу сказаць. А што калі, напрыклад, вашу дзейнасць фінансуюць менавіта такія лукашэнкаўскія не, просто вы как-то их верифікуеце, вы до гэтага як ставіцеся, так? Пытанне. І, напрыклад, калі вы ведаеце, што такія людзі, бізнесоўцы там попадаюць у ваше поле зроку, ці вы ну, далей ідзеце да ўлад Кіпра, размаўляеце з імі, кажаце, вось глядзіце, вось гэта лукашэнкаўскія там гаманцы, бізнесоўцы. Як вось з гэтым абстаіць справа? Что касается верификации, это личные контакты, да, людей, с которыми я уже многие годы контактирую, то есть они помогают. Это не огромное количество бизнесов, это несколько бизнесов, поэтому их я знаю лично, их позицию я знаю, она никак не связана с кошельками Лукашенко. Что касается Машинского, да, у него гражданство Кипра, которое он приобрел в 2024 году, в июле 2024 года, после того, как Польша закрыла ему возможность въезда в ЕС. То есть там, я не помню, как это, в связи с чем там это все началось, но такая ситуация была, и он получил это гражданство на Кипре в очень краткие сроки. Да, это странно, но как бы я на это, к сожалению, повлиять никак не могу. Я понимаю, что это связано с его деятельностью, то есть с тем, что он инвестировал в свое время в кипрскую экономику. Это была программа золотых паспортов, сейчас ее уже нету. И поэтому он получил паспорт в 2024 году, паспорт Кипра, и как бы передвигается по ЕС благодаря этому паспорту. Не знаю, не знакома с ним, вот, и поэтому не знаю, его живет. Ну так, не жыве ён на Кіпры, не жыве. Но Нет, гражданство есть конечно, точно, это тут хорошая вельми заувага. Очень хорошо, когда бизнесы помогают, так и должно быть. Да, менавіта так и повинно быть. Менавіта так и повинно быть. Так, ну что, давайте тады я яшчэ задам пытанне і потом адкажам на пытанне гледачоў. Паважанае гаспадарства, калі вам не складана, не забывайте ставить лайки, распаўсюджваць трансляцыю по эфиру. Зараз было 169, 158 чалавек, 40 лайкаў. Дзякуй, што вы сёння з намі ў гэты вечар. Вось. І так, што я запытацца, што я у вас хацеў, значыць. Ну, шмат пытанняў, но у нас абмежаванне по часу, так што, Алеся, калі што, можна будзе яшчэ калі-небудзь выйсці ў эфир, все абмеркаваць. Меня цікавіць вось гэты канфлікт, куды вы по сутнасці ўмяшались без маёй просьбы. То бок вы написали письмо со скаргай про низкую культуру в интернете, про расчалавешванне, что журналист, медыйная персона, значит, безабароннага блогера, вось, послал, пожадал ему сканать от инфаркта, вось. Навошта вы гэта зрабілі, па-першае, я ж вас не прасіў.
І другое пытанне, а як вы ўвогуле ставіцеся да таго, што медыйныя асобы, актывісты нападаюць на простых людзей? И вот менавіта в такой манере, это же просто, ну это, вы понимаете, это реально дичь, просто дичь. Без всякой провокации, без нічога. І што гэта творыцца на гэтым белым свеце? Божа, Божа, куды ты глядзіш? Вот у меня такие же эмоции были, потому что мое воспитание не позволяет увидеть вообще такое вот обращение, да, с незнакомыми людьми, более того, в паблике. И как бы тут же 3 кейса было. Это кейс, с Ксюшей, это кейс с вами и кейс, с маргинезом, да. То есть как только этот 3-й кейс произошел, у меня просто, ну, просто это безумство наглости. Я не знакома с Карпекой, я не состою в чате реформаторов. Но я понимаю, что это некое сообщество, которое потеряло вообще какую-то совесть, какую-то реальность существующей ситуации, возомнило о себе что-то неимоверное, да, что возомнило, это какая-то просто концентрация идиотизма на 1 сантиметр, безумная. И когда человек, который журналист, да, позволяет себе, в принципе, оскорбления, я вообще не понимаю. А когда оскорбление такого плана, когда про Ксюшу маму говорят, что хорошо, что она умерла, вам желают инсульта, а студенту 21-летнему угрожают, что напишут ему в университет там или что-то там еще, я уже не помню, долгая там эта история была с его угрозами. Ну, это не сходится с моей картиной мира. И я считаю, что люди должны отвечать за свои поступки, и наша обязанность как гражданского общества не позволять вот этим вещам происходить, потому что есть люди более слабые, есть менее, уже заговариваюсь, менее сильный. И вот эта вот вседозволенность, да, то есть особенно когда начинают говорить, что это я говорю не от организации, а говорю лично от себя, но очень интересно, можно провести параллель с врачом в больнице, да, то есть дома он может убить человека и пойти на работу и говорить, что он врач хороший, такого же не бывает, да, то есть если ты вот так вот идешь, то есть, по сути, это накладывается на твои профессиональные как-то способности того, что ты делаешь и проводишь. Да, я не смогла пройти мимо этого. Я посчитала, что если я понимаю, как эту ситуацию можно остановить, я ее остановила именно таким образом, написав... Так, а вы ее не остановили. Вы ее по Не факту не написала. остановили. Нет, я думаю, что нет. Справа в тым, што мяне больш за ўсё здзівіла адказ гэтага прадстаўніка это Амерыкоса или хто гэтай расследовательскай всей гэтай тэмы ОЦЦР, да, што ён у сваім лісце гэта не асудзіў, не зрабіў ніякай адзнакі, и он просто сказал, ну это типа их личное дело. И вот меня вот это, вы же поймите, что меня особые не цікавяць, я его не ведаю, мне на него глубоко, ну, все ровно. Но система, потому что интернет гэта интернет, тут может здарыцца всякое, но калі это простые люди, но калі у яго іншы статус, гэта зупэўне іншае. Это уже, и он прадстаўляе систему, система, якая яго фінансуе у тым ліку. Вось. І калі ягоны там начальник, который гэтым займаецца, который працадаўца, донор, кажа, что это, вот это мне не понять, что так, бля, так какая это демократия? Ну что это за демократия? То есть... Ну, знаете, мы должны понимать, что тот донор, который дает ему грант, ну, система грантов как работает? Он получает с этого гранта, ну, я думаю, около 20%, по-моему, такая система вся. То есть, по сути, он заинтересованное лицо, но я не знаю, остановилась, не остановилась. Насколько я знаю, Ксюша не получает больше такого агрессивного нападничества, как он вел себя до этого. То есть, ну, как минимум, мы его остановили в том, что он перестал вот так вот себя вести. То есть я надеюсь, ему передадут люди, которые слушают, что намерения каким-то образом его там унижать не было. Просто человек потерял реальность того, как нужно обращаться с другими людьми, как нужно коммуницировать, более того, имея статус журналиста.
Поэтому, ну, как бы здесь с моей стороны там брать его и наказывать, там как-то уничтожать совершенно не было. Но он получал несколько в комментариях от людей, то есть даже в своем чате реформаторов его говорили: ты успокойся, там, ну, хватит уже так Ну себя да, то вести. есть даже им для своего это зашкварно считается. Ты что, ты уже Да, вообще как бы берега попутал, да. Ну, я тут больше про все ж таки про ставление доноров, да, про это ж демократия, ну, в понимаете, это ж данном случае демократия. они И лица какая это заинтересованы. демократия? Ну, к сожалению, да. То есть я уверена, что там не обошлось без разговора с ним, потому что все-таки поведение его поменялось. Но наблюдаем, посмотрим. Ну, как бы тоже процесс Так. такой. Добре, давайте тоді зараз почитаємо питання. Перше питання, я його навіть поступало ли к вам предложение от офиса Тихановской о сотрудничестве или совместной работе? Вы знаете, мне почему-то все говорили, что, ну, многие люди, я просто слабо понимаю, что что представляют собой эти амбассады, но коли я был на сустрэчы у маі месяца, да, у Варшаве, памятаете, там з'язджаліся все, и вось там я зразумел, что это что-то такое хорошее по паводзінам, например, Юли Михно, которая там начала вообще на меня ругаться. То есть я задавал питание, я вообще как бы к ней ничего нет, она ж у Италии там в амбассаде. Я такой думаю, ну там, наверное, прикольно быть, и там и немцы такие, все такие ла-ла-ла-ла-ла-ла, там Светлана Георгиевна, короче, я слабо, Ну, ну, слушайте, там очень ограниченное количество людей, их на пальцах можно назвать, которые работают с офисом. Это Юхно, это Мамаева, это Маклейн и Рубин от Германии. То есть это люди, которые напрямую связаны с офисом, и они делают то, что говорит офис. Поэтому вот это вот ла-ла-ла, это как бы хорошо, все понятно. а сколько человек не делает, что каже офис? Ну вот вы, наприклад, хто яшчэ? Насколько я знаю, Люксембург, Испания, Франция под большим вопросом, потому что я вижу по поведению, что, ну, как бы в сторону офиса. Но я не могу сейчас про конкретно этого человека сказать, что она как-то там вела как-то Ну себя вы, некорректно, но есть вещи, которые она делает, я вижу, что это в сторону офиса больше направлено. ну, 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 А, ви, ну ви зараз, пробачте, що вас перебиваю, Леся, ну ви зараз кажете про, ну, непараўнальныя дыаспоры. Ну, я так думаю, ось Польша и Литва — это самые такие великие диаспоры в сенсе, которые потерпели от, ну, которые сошли с Беларуси. Польши, насколько я понимаю, в Польше нету народного посольства и не было Не, не, никогда. не, и не будет, и не будет. Ну, тут просто В шмат Литве, людей. в Литве то же самое. В Литва как бы подразумевалось, что офис Тихановской закрывает эти вопросы. Как оказалось, не закрывает эти вопросы касательно белорусов Литвы. И, ну, то есть последний случай с музыкантом, который не смог пересечь границу с литовским паспортом, доказывает это, что элементарные вопросы со стороны офиса для белорусов Литвы не решались. То есть ну, как бы мое одно письмо амбассадору Литвы на Кипре закрыла этот вопрос. То есть этот вопрос много раз поднимался, и я обращалась к офису, предлагая решение проблемы, ну, потому что я же не могу решать вопросы белорусов Литвы. То есть логично, что там находится офис. То есть этот вопрос не решался вообще никак. Он просто замалчивался и как-то там, ну ладно, до следующего раза. И вот так вот, ну, как бы так и происходило. Вот, и сейчас уже официальный ответ получили, что авиакомпании не уведомлены о том, что существует Да. такой паспорт иностранца. И спасибо послу Литвы на Кипре, что она проинформировала с Литвы и проинформировала кипрское правительство со своей стороны, что об этом документе. Вот, ну, вот так это решалось. Вот. Так, ну ладно. Я просто сейчас буду почитаю чат. Мне просто ось цікаво ведаць, а што беларусам рабіць, Алеся, як аб'ядноўвацца, як дапамагаць, потому что, ну, реально люди, ну, на самым низе
просто все разбраліся ў разныя ну бакі, ніхто нікому як бы так не давярае, усе жывуць сваім жытлом, все жыццём, усе разумеюць, што наўрад ці хто вернется, толькі если там Трамп не ударит там по Беларуси, да, и то, ну понимаете, да, как поэтому, что было б, конечно, вельмі круто. Вось, і ніхто ў гэта не верыць і не верыць ні ў якую працу, ні ў ініцыятыве там, ну нівошта. І как вось гэта, ну то вот это ж зразумела, што столькі лет выдзяляліся грошы, да, на Беларусь. Я не кажу апошнія там 6 год, а возьмем там Лябедзьку маладога, да, яшчэ прыгожага, да, папрыгунчыка. Колькі напампавалі грошай на беларускую апазіцыю і нічога няма. Вось тут пішуць, што в Лейпцыге украінцы пабудавалі дом. Ну, а у нас нічога не пабудавалі, людзей з шэлтараў выкідваюць там, ну вось вы там рассказывалі про гэты выпадак, што з шэлтара выкінулі нейкую жанчыну. Ну это просто, і вось думаеш, это ж столько грошай, куда і якого ўзроўня атрымоўваецца у нас палітыкі, да, которые вось фоточки робяць з паэліяй там, да, с апельсинамі і там з сігарамі на малаге, вось, а людзі там і, ну і ввогуле, ну как бы не стварыць за столькі год нічога, ну просто прыкра за гэта. Ну просто сведчыць, якія у нас палітыкі, ну разумееце, да, што только о себе, да, только о своем там гаманце. Так, ну что, поехали. Усё добра бачна, Сергей чаго ты такі нарадны. Так, как там на Кипре обстановка? Что там с этой базой? Там все уже, это хоть далеко от вас было? Остров-то сам по себе небольшой, километров от моего дома база. Не могу сказать, что там прям что-то взрывается, летает. Нет, но очень большое количество кораблей со всех стран Европы. Это Франция, Италия прислали, и они все стоят в море, и все заняты тем, что если что-то летит, они это что-то сбивают. Ну, также тестируется система, господи, которая система СМС-сообщений. Ну, то есть, как обычно, проверяются все системы. Ну, понятно. нет, Понятно, нет. что вы не маялтнаки, не аглядальников войсковые, ну и вам не надо им быть. Вось, кстати, нормальное пытание от Ким Серга. Какой статус созданной вами организации? Я так разумею, юридично не зафиксовано на Кипре? Нет? Гражданская инициатива. Ну, понятно. Ну, я так и думал. Так. Откуда-то как? Так, это было уже. Все послы любых стран – это агенты спецслужб. Кстати, ну вы это ведаете ці не? Или вы думаете, что я вам накинул тут? Все послы, Все агенты працоўнікі спецслужб, міністэрств, ну конечно. Ну вось Латушка 25 Нет, год служил Лукашенко, прадстаўляў яго по всему свету. Яны все подписываюць паперы з КДБ, это ну вядома ўсім. вы сейчас про белорусских. Я грешным делом подумала, что с послами, которых я общаюсь с Америкой, я, к сожалению, этой информации не знаю, ну, к радости, наверное. Ну послы всегда ведут такую работу, смотрят, как живет страна, делают доклады, как бы. А в России, в Беларуси это все как бы, ну так вот, в 10-й степени. Это все там про КГБ. Так, продали всего 500 паспортов, а белорусов здесь в 100 раз больше. Так, пускай офис лучше оружие продает. Хотели продать больше. Так. Хотели продать больше, но не продали, слава богу. Что хотели продать? Больше паспортов хотели продать, больше, чем 500. Поэтому для меня это проект провальный. Хотя изначально, если бы он делался правильно и грамотно, и не был раскрыт так рано, когда он еще не был осуществлен, возможно, режим и не отменил бы выдачу паспортов. Просто нужно было, не нужно было обязательно, нужно было делать это все очень аккуратно, потому что это жизни людей. Все, как это сделалось, он реально сейчас провальный проект.
и вряд ли уже когда-то сможет быть положительным. Но изначально, насколько я была в курсе, ну, это был хороший перспективный проект, но, к сожалению. Ну от смотрите, тоже мне цікаво ваше міркаванне, Алеся, тому что яно мне як бы набіла аскоміну, да, ну вось калі я гэта гавару, тому что я его 100 раз уже прамаўляў. Вось тут такое пытанне. Палітвязням, ну ладно, неважно, не только палітвязням, вообще, ну, палітвязням збіраюць беларусы. Дзе грошы ад ЕС мэтавыя, ад еўразвяза? Ну понятно, што іх даюць. Но паколькі няма справаздач, то ўвогуле нічога не зразумела. Што вы думаеце на гэты конт? Чаму? Няўжо гэта нельзя зрабіць просто празрыста, без всяких прозвішчаў? Вось прыйшло там столько чалавек, столько там далі, чтобы все это было понятно. Не абавязкова ж Реально прозвішча там. можно об этом я говорила, это можно сделать, это реально сделать, это подразумевалось сделать, когда формировался Международный гуманитарный фонд, когда Хельсинский норвежский комитет формировал этот Международный гуманитарный фонд, он для этого и доступ к Международному гуманитарному фонду, не знаю, в силу там своей или необразованности, или нежелания это делать, это не делают. По сути, это просто обычный менеджмент, который должен сформировать помощи политзаключенным. Это не сложная система. В первую очередь закрыть базовые потребности. Это жилье, медицинская помощь и работа. Наши белорусы – это люди, которые могут восстановиться из пепла. Но вот закрыв эти три помощи, три пункта, эти люди смогут помогать и другим людям. Но почему-то вот это для меня вообще, ну, нет, наверное, понятно, потому что я уверена, что эти деньги, так как нету никакой справоздачи, они совершенно не уходят на помощь политзаключенным. Если у кого-то есть другие сведения, переубедите у меня. Нет, они как бы идут. То есть нельзя сказать, что не допомагають. Ну такого нельзя сказать. Но просто простое, что нема справаздачнасці, тады незразумела. То бок если у открытых крыніцах пишут, что Норвегия дала там 700 тысяч, а тыя дали 250, а яны ніяк не распісаны, а Тихановская кажа, гэтыя грошы ідуць там частка у Беларусь, так я вам скажу, что у Беларуси никто их брать не будет, потому что боятся, что там за этих 3000 сесть в турму на 5 лет там или за 5. Ну это ж вообще как бы. Вот, и что с этим? Я не знаю, я не знаю такого человека, кому они пошли в Беларусь. Не-не-не, я Что-то знаю, я знаю, я когда был в Беларуси, мне допомогли. Я был в Беларуси, мне гроши пришли. Но тогда это было еще 22-23 год начало. Тогда еще, может, что-то такое Это было. были деньги от фонда именно, от Международного гуманитарного фонда, Нет, или это нет. было... Нет, это было от политической организации, но Ну, понятно. ну, Ну, деньги дай ну, бог, от фонда Демсил, скажем так, как бы в общем. Вот. Ну, а почему возникают вопросы? Потому что нету действительно этой прозрачности. Вот вы это знаете, ну, это хороший кейс. Почему не сделать прозрачным эту помощь, не называя фамилии, говорить А, Б, В, С, Г, Д, не знаю, там, все что угодно. Есть аудиторские компании, которые могут помогать проводить аудит, да все что угодно. Это же обычный менеджмент, то есть это же не впервые так. А это нету открытости, ну, как бы тут, что тут сказать, 6 лет и не сделать сайт, ну, у меня дальше комментарии отсутствуют. Потому Так что нет, так тут все со справоздачами все плохо. И тот же самый BuyHelp, BuySol. Я упевнений, что куда ни, ну, не возьмись, везде, ну, вот я говорю, ну, вот в этот BuySol я занимался, любая справоздача, все, я взял 3 интеллекта искусственных и проверял, и все, и сразу она вся разваливается, понимаете? Но вы говорите, что помогали последним политзаключенным. Насколько я знаю, на конференции, на которой Зазулинская озвучила суммы, они даже из ее уст не сошлись с теми документами, которые предоставляли. Ну, то есть там элементарное даже озвучивание сумм на конференции, и то непрозрачное. Ну, куда мы дальше катимся-то? Поэтому... Так, а кто Все, что повесился касается помощи, для меня это тема такая, что я вижу, что нету точки входа для политзаключенного, первое, нету помощи системной, это второе, и третье, нету справоздачи никакой. Ну, поэтому
Вспомните ситуацию, когда Байсол помог политзаключенному Илье, да, который от сердца пересадку делали. Он умер в итоге, Который да? умер в машине? Ну, Да, 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 да. Вроде как бы ему тоже помогли, но оказалось, эти деньги ушли ему на счет, и у него на счету были долги, и банк списал эту сумму, и в итоге он остался без денег. То есть, получается, Байсолу было совершенно пофиг, да, куда эти деньги ушли и как дальше. То есть Матиевская, я помню, поднимала эту тему и спрашивала: «Вы вообще не интересуетесь, да, как эта помощь потом человеку проходит, и вообще не получаете такое подтверждение, что эти деньги были потрачены на, допустим, на его лечение. Вы же собирали на лечение. Это же деньги белорусов, которые, в конце концов, там кто-то со своих там последних этих зарплат по 5 евро перечисляет. Для них же это тоже важно. Это важно для следующей группы политзаключенных, которые будут освобождаться. Сколько им потом, после того, как вот такие случаи происходят, люди смогут перечислить. Это институт репутации, институт доверия, и это вот все разрушается на ровном месте. И причем сразу эта ошибка, ведь она не признается, вот в чем дело. Как только человек не признает ошибку, он ее не исправляет. И также с организацией происходит. Они просто ну, сказали: у нас нет ресурсов, там все такое прочее. Ну и в итоге как бы ситуация закрылась. ну, Олеся, я вот вам скажу на примере, ну, Андрея Стрижака. Ну, это для меня просто гамон. То есть чувак намутил с этим фондом, заробил так, что Байсол равно Стрижак, да, как Ленин и партия. Ну, то есть что это такое фонд? Говорим Стрижак и понимаем, что это Байсол. Это очень, как бы, потом он оскандалился, потом что-то мутил с этими ключами, отдам, не отдам. Сейчас он открывает новый фонд, тех людей перетягивает к себе, и незалежные СМИ все это как бы рекламируют, то есть нормализуют это. Ну, вось Да, таму і как бы важнае вельмі пытанне, хто з'яўляецца донарам. Таму што хто, ну, калі донар выдзяляе грошы, ён за это нешта чакае, каб то, што ты будзеш рабіць, правадзілася з улікам ягонай палітыкі, бяспекі і ўсяго такога. Ну, а чаму ён будзе, што ён так любіць бульбашей, ну, напрыклад, да? Чаму ён будзе там грошы даваць? Ну, каб реализовывали, вось, напрыклад, я запрашал у эфир этого с моста Руслана, да, Кулея, которых, ну, просто расскажи, почему, ну, вот Польша тебе, ну, дает, ну, за что ты должен делать? Ну, это же интересно, правильно? И в этом же ничего плохого нет. Ну, расскажи, ну не хочет рассказывать, не захотел, да. Вот, чат так. Ну, есть что скрывать, у меня другого комментария не, нет. не то, что скрывать, может про это, ну, неприятно говорить там или что, потому что же вопросы, когда тебе задают вопросы в прямом эфире, тебя могут, ты отвечаешь, тебе дополнительные вопросы, можно, ну, что-нибудь такое сказать, ну, такое непонятное, да, что потом все скажут: ах, ничего себе, вот за что тебе платят, чтобы ты вот это говорил. Ну, Хотя, в если принципе, организация должна работать, если ты хороший менеджер, у тебя есть результаты, ну, правильно, тебе могут за это платить. Это нормально. ну Ничего да, тут да, такого что тут нет. скрывать? Да, вот, да, Польша платит, тем более, что он сказал, что Польша платит в этом, в комментарии. Келлог працує зараз на політв'язнях по дорученню Трампа, да просто сухие цифры. Получили столько, потратили столько на... Все, конечно, это очень просто все. На прозрыстые гроши хатку не набудешь. Так, ну, все. Прийшли ми до кінця. Сябри, велике дякую вам за увагу. Велике дякую, Олеся, за те, що прийшли на ефір, порозмовляли. Широ, я так думаю, отказывали на питання. Вось. Вибачення прошу я очень старалась. Ну что, если в демократичних країнах нема нормального інтернету? Это ж не ваша вина. Ну. Потому Ось. что, да, Ну, Кипр остров. да, все, тады да пабачэння, жыве Беларусь, з наступаючым яшчэ, ну, можа быць, калі-небудзь убачымся праз пару тыдняў, да пабачэння. Добра, до побачення. Так, ага, что-то я вас не... Ага. Паважаныя сябры, вялікі дзякуй, што былі сёння з намі. Спадзяюся, размова вам ну, выборочно считаю, тому что выборочно у меня вочы болять. С наступающим праздником, Олеся.
І я не все бачу. Я ось кажу, хотів, стараюся працаваць зараз у гэтым АБС-ке, связаліся з Алесей па АБС-ке, не пашло вообще. Вось, сябры, дзякуй вам. Паставьте яшчэ, калі ласка, пару лайков, 183 чалавека, хаця бы яшчэ 40 лупаніце, вось, чтобы было больш-менш, ну, так прыемна глядзець на экран. Классная Олеся. Ну, сябры, я задавал ёй, ну, на мой погляд, пытанні, ну, якія, па-першае, меня цікавілі, і калі б что-то, ну, яны, я думаю, былі даволі і незручныя, і, как бы, ну, бачыце, прыемна, калі чалавек адказвае. АБС-ка сложноватая. Сябры, значыць, хутка ўжо будзе на Мазі мой фильм, который называется «Операция Пена», про тое, як амерыканскія сябры купілі мне аўтамабіль, і я ўляцеў на яго, ну, разам з імі. Ну, как я не ўляцеў, там, ну, попаў у непрыемную ситуацию, но зато атрымаўся, спадзяюся, годны контент. Значит так, что там Паук на стрим придет? Так, Пауку, честно, не писал, написал Павлу Спирину, написал Оле, которая работала по этому, Пауку напишу, которая працавала по Дзедку и по Стрижаку. Но что-то я так зразумеў, моя прапанова яе не захапила, не натхнила. Прочитала, что-то спросила, вот, и все. Ну, завтра будет эфир, завтра мы со спадаром Виталем Кондратенко выйдем в эфир, поразмаўляем о нашем насущном. Вот, ну, у неделю, як заўсёды, целый день рыхтую эфир, вечером выхожу, там по актуальным новинам. Ну и на гэтым, паважанае спадарства, развітваюсь с вами. Дзякуй вялікі, да пабачэння, жыве Беларусь, слава Украине, конечно же, Боже, храни Америку, ну и нех живе Польская. Так, а где тут? А, вот.